В эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. Главные темы этого выпуска. Рекордные показатели. Ремонт дорог по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» завершают в Якутии. Роспотребнадзор сертифицировал якутский препарат для профилактики COVID-19. В Якутске возложили цветы к памятнику Платона Аюнского в день его рождения. Якутия выйдет на рекордные показатели по ремонту дорог. Более 230 километров отремонтируют по итогам этого года. Из них 48,5 километров ведут в столице республики. Это дороги не только внутри города, но и в пригородах. Руководитель региона Айсан Николаев подчеркнул, что в предыдущие годы в Якутске ремонтировали в 2 раза меньше дорог. Хорошим достижением считались показатели в 10 километров. Ремонт дорог в республике ведется по национальному проекту «Безопасные, качественные дороги». Всего с момента запуска проекта до конца текущего года в нормативное состояние должно быть приведено порядка 580 километров региональных автодорог. На эти цели с 2019 года выделено 13 миллиардов рублей, свыше 10 миллиардов из которых из республиканского бюджета, чуть менее 3 миллиардов рублей из федерального. Самому крупному региону России самую крупную транспортную технику. В рамках делового визита в Беларусь правительственный пул Якутии посетил компанию «БелАЗ». Завод знаменит своими карьерными самосвалами и давним сотрудничеством с Якутией. О новых точках взаимодействия смотрите у Айсены Бурнашовой. Погрузчики, бульдозеры, самосвалы повышенной проходимости, крупный карьерный транспорт. Эти многотонные махины производят именно здесь. В 77 цехах «БелАЗа» работают, не покладая рук, более 9 тысяч человек. От конструирования до испытаний. Только за год завод выпускает 1000 карьерных самосвалов, самых востребованных в промышленности. Среди сверхтяжелых машин есть и рекордсмены. Техника высоких достижений. «БелАЗ» производит и самые большие в мире карьерные самосвалы. Грузоподъемность одного такого гиганта составляет 450 тонн. При этом сама машина весит все 350. Со сборочных конвейеров завода вышло немало техники для Якутии. Это так называемые 130 и 220-тонники. Поставки карьерных самосвалов в республику начались еще в 80-х. При этом, как уверяют мастодонты «БелАЗа», Якутия задала новые стандарты и требования к конструкции в части низких температур. Якутия для меня не понаслышке является родным регионом, потому что многие наши новые модели именно были доработаны и отработаны совместно с эксплуатационщиками в Якутии. Потому что, работая в таких суровых условиях, «БелАЗ» понимал слабые места и дорабатывали эти места совместно с нашими якутскими друзьями. Айхал, Нерюнгри, Мирный, угольные и алмазодобывающие предприятия Якутии – давние партнеры «БелАЗа». В настоящее время в нашей республике работает свыше 300 самосвалов большой грузоподъемности. И количество гигантских машин будет только расти. Основным драйвером является Эльгинское угольное месторождение. То есть основной сейчас акцент на выполнение заказа Эльгинского. Более 96 машин мы должны поставить до конца первого квартала следующего года, 22-го. Но уже понимаем, что эти объемы на этом не закончатся. И следующий год у нас будет много работы для того, чтобы полностью удовлетворить потребности этого проекта. Айсена Бурнашова, Виктор Олесов, Жодина, Республика Беларусь. Рейс Иркутск-Алекминск авиакомпании «Ирайра» включен в перечень субсидируемых. С 16 ноября перевозчик приступает к выполнению полетов. Рейсы будут выполняться по вторникам и субботам на самолетах Ан-24 вместимостью до 48 пассажиров. Обратные рейсы по тем же дням. Разработанная в республике биологическая добавка для профилактики перенесенных вирусных заболеваний, в том числе коронавируса, получила сертификацию Роспотребнадзора. По словам исследователей, природная пищевая добавка бетуклодин зарекомендовала себя как эффективное средство для борьбы с последствиями COVID-19. Препарат сокращает и облегчает протекание болезни, купирует развитие синдрома усталости и депрессии на этапе реабилитации. Отмечается, что перед выдачей сертификации Роспотребнадзор проверяет лишь безопасность того или иного продукта для людей. Эффективность препарата проверяют в ходе клинических испытаний. Бетуклодин пока прошел только 2-ю их стадию. Обычные испытания лекарственных средств включают в себя минимум 3 стадии.
Тем временем 288 новых случаев коронавирусной инфекции выявили за минувшие сутки. Так, в Якутске 141 случай, в Жиганском районе 16, в Сунтарском 15, в Алданском, Мегино-Кангаласском и Усть-Алданском районах по 13 заболевших. В Нерюнгринском и Нюрбинском по 12, в Мирнинском районе 10 случаев. В остальных районах от 3 до 8 инфицированных. За сутки лабораториями республики проведено 4921 исследование. В Тампонском улусе состоялся первый лотерейный розыгрыш для вакцинированных. В рамках акции «Мы за вакцинацию от COVID-19». Средства районного бюджета приобретены свыше 30 ценных призов, среди которых главным стал телевизор. Мария Винокурова с подробностями. Среди ценных призов не только бытовая техника, микроволновая печь, мультиварки, блендеры, но и товары для здоровья, увлажнители воздуха, фитнес-часы, фильтры для очистки воды. Так как акция беспроигрышная, то свои поощрительные призы, вкусные чаи, фруктовые смеси для здоровья и сладости для хорошего настроения получат все участники праздничной лотереи. Так, еще одна мультиварка у нас. Номер 1, село Тополиное. Номер 110, Хандыга, выигрывает телевизор. За период акции 29 октября и с 1 по 7 ноября в Центральной поликлинике, врачебных и фельдшерских пунктах Улуса вакцинировались 317 человек. Среди них большая часть – жителей райцентра – 134 человека. На втором месте самый маленький наслег района – Заречный Ингинский наслег, где проживает порядка 400 человек. А получили вакцину 60 жителей. И на третьем месте шахтерский поселок Джибарики-Хая – 50 вакцинированных. В Тампонском районе это первая лотерея, призыв к вакцинации населения нашего района. Мы надеемся на понимание необходимости вакцинирования в целях выработки коллективного иммунитета. И радует, что основная часть населения идет на вакцинацию не ради призов, а исключительно ради здоровья и общей борьбы против новой коронавирусной инфекции COVID-19. На сегодня в стационаре Тампонской больницы остается 13 пациентов, из них один ребенок. Это на 7 больных меньше, чем неделю назад. По одному человеку в палате интенсивной терапии и провизорном. Мария Винокурова, Хандыга, Тампонский район. К другим темам. Колледж инфраструктурных технологий Северо-Восточного федерального университета проводит курсы для школьников по IT-технологии. Программа занятий состоит из 16 часов. Детей обучают инженерному дизайну и составлению мобильных приложений. Помимо этого организуют тренировочные сборы для конкурса WorldSkills «Молодые профессионалы». Отрадно, что краткосрочные курсы проходят не только учащиеся Якутска. Учебное заведение тесно сотрудничает со школой села Мар-Нюрбинского района, Бердигистяхской и Актемской школами. Все курсы проводятся в специальных мастерских, которые оснащены современным оборудованием. Их приобрели на сумму выигранного федерального гранта. Благодаря условиям в колледже краткосрочные курсы организуют не только для школьников, но и всего населения. В Якутске полным ходом идут ремонтно-восстановительные работы бывшего здания Дома казначейства 1909 года. Сегодня там размещается галерея зарубежного искусства Национального художественного музея республики. Объект культурного значения восстанавливают в рамках федеральной программы развития культуры и туризма уже второй год. И уже совсем скоро он распахнет свои двери в обновленном виде. Подробнее в материале Ульяны Шагиной. Лепнина под золото, дубовые стенды для картин, мраморный керамогранит. В таком виде уже к концу года распахнет свои двери галерея зарубежного искусства. На сегодняшний день уже как бы завершающий этап. Ведутся работы по отделочные работы. И в данное время идет монтаж системы видеонаблюдения, сигнализации и пожаротушения. В прошлом здание Якутского областного казначейства сегодня является объектом культурного значения. Это один из наиболее сохранившихся домов дореволюционной постройки в Якутске. Находилось оно на пересечении улиц Правленская и Казарменная. Сейчас это улицы Петровского и Орджоникидзе. Подлежало реставрации, здание старое. Проблемные места были, где кирпичи где-то отошли и так далее. Все полностью восстановили.
Работы по восстановлению памятников архитектуры очень затратные, поэтому за них берется не каждый. Тем более реставраторы должны иметь специальную лицензию. Тем не менее, проект по их сохранению в Якутии ведется. Многие из памятников сегодня находятся в плачевном состоянии, практически под угрозой уничтожения. Видите, вот вокруг все уже новые дома. Этот новый город наступает на старый, он исчезает. И наша задача сохранить. Делали осмотр территории. Вообще там где-то мы насчитывали 37 домов, которые имеют историческую ценность определенную. Да, вот, архитектурную, историческую ценность. К сожалению, с каждым годом их становится все меньше. В планах восстановить и этот дом художника Валериана Васильева, построенный в конце 19-го, начала 20 веков. Его должны перевести в район Залога, где находится охранная зона номер 2. Находится дом в самом центре Якутска, напротив парламента. Семья Васильевых проживала здесь в 50-х годах, а в дореволюционный период он принадлежал одной знатной горожанке. Кстати, точная копия этого дома находится в старом городе. Пока его строили, настоящее здание почти кануло в лето. Вот почему так важно восстановить его и сделать это как можно быстрее. В них история, потому что в старом городе ты пройдешь, не ощущается той энергии, да, той старины какой-то, да, вот. А когда стоит настоящий дом, старый, именно сделанный мастерами 19 или начала 20 века, то это могут изучать архитекторы, да, она имеет уже такую определенную профессиональную ценность. Это с них могут писать картины художники, потому что это будет действительно правда. Переедет в заложную охранную зону и дом купца Гаврила Никифорова Монетта-Холла. В планах восстановить еще 2 старых объекта. Дом писателя Дмитрия Сивцева Сорона Амаллона и здание на Чернышевского, 28. Работы по их восстановлению уже начнутся в следующем году, чтобы новое поколение якутян могли иметь возможность прикоснуться к настоящей истории. Не на фотографиях, а вживую. Ульяна Шагина, Павел Пахомов, Якутск. В честь дня рождения видного общественного политического деятеля республики Платона Аюнского якутяне возложили цветы к его памятнику. Платон Аюнский родился в 1893 году в 3-м Жахсонском наследии, ныне Татинский район. Он выдающийся ученый, деятель национальной культуры, основоположник якутской советской литературы, поэт, прозаик, драматург. Главная заслуга Платона Аюнского – осуществление комплексной модернизации экономической, социальной, культурной жизни Якутии. Много силы и энергии он отдавал развитию письменности и печати на родном языке, народного образования, науки и культуры республики. Продюсерский центр молодежной инициативы впервые опубликовал официальный постер якутского фильма «Дюлур Масс-рестлинг», а также анонсировал его выход в широкий прокат 3 марта 2022 года. В киноленте рассказывается история о молодом парне Дюлуре, который после службы в армии вернулся в родную деревню в Якутии. Там он живет со старенькой бабушкой и маленькой сестренкой Кюнней. Волею случая Дюлур принимает участие в соревнованиях и открывает в себе талант масс-рестлера. Оставайтесь на нашем телеканале, не переключайтесь.